Корзина фруктов и материальная помощь от главы республики для ветерана Великой Отечественной войны Республики Ингушетия Магомеда Мидарова стала приятной неожиданностью. Сегодня поздравить его с 99-летием приехали руководители администрации, главы и правительства Ингушетии Джамбулат Аздоев, исполняющий обязанности председателя правительства региона Магомед Евлоев, также мэр Назрани Урусхан Евлоев. Гостей Магомед Мидаров, как и всегда, встречает очень тепло. Говорит, не ожидал, что его сегодня навестят столько людей, поэтому особенно приятно. Магомед Мидаров родился в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны в июне 1941 года был призван в пехоту, принимал участие в обороне Москвы. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны первой степени. В начале 1942 года был направлен в Белоруссию с целью организовать партизанское движение. Возглавлял партизанский отряд более чем в 100 бойцов. За 2 года его отряд пустил под откос более 15 эшелонов противника. Уничтожил множество немецких солдат и офицеров. Дважды Магомед Мидаров был ранен, награжден медалью за отвагу. Таких героев нужно беречь и ценить, поэтому уделить внимание ветеранам – это меньшее, что можем сделать, отметили гости. كسكس مخداس محمد إيش دو حما في إيش ونو وصل وصل حجج وزداق لاتش وورد المرة وأدميساس правительство تقبله ومسخ выкл ديات وحجج كل مسخ حجج كل. Не остались в стороне и представители молодежного совета налоговой службы Ингушетии, четки из натурального серебра, ковер для намаза и картина с 99 именами Всевышнего в честь 99-летия Магомеда Мидарова дарят сотрудники. Именинник встречает гостей с улыбкой на лице. خون حقلر داق ديكده دغار دوتة ديك دوش حمنت نستوليني حقلر وتي دال ويسخن وش الله موجش ماش فوها يرى تحكي مغير благодарственный كياخ دوتي وهنديتا. Магомед Мидаров, в свою очередь, поблагодарил очередных гостей за проявленное уважение и заботу. Говорит, что иногда неважно себя чувствует, но благодаря вниманию, которое ему оказывают со всех сторон, забывает о болячках. Сегодня все слова благодарности звучат в его адрес. Человека, который долгое время, как и другие солдаты, боролся за свободу и независимость своей страны. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.